Празднование в режиме онлайн. День народного единства в регионе отметят с соблюдением мер безопасности. Почему вы без маски? Вы посетитель. Почему вы без маски? Почему вас пускают без маски? 59 случаев заболевания за сутки. В общественных местах ношение масок обязательно. Роспотребнадзор провел рейд по торговым точкам Малгобека. Если мы сюда не будем приходить это убирать, то за нас это никто не будет делать. Сотрудники НТРК Ингушетия вышли на уборку территории Уазуат-Кашмыш. Субботник приурочили к годовщине событий осени 92-го. Снизить потери электроэнергии и улучшить качество электроснабжения потребителей. Темное прошлое меняют на светлое будущее. В Плиево прокладывают новые электросети. Я доволен тем, что я сделал, хотя это не мой лучший результат. Встретили победителя. На родину с золотом вернулся Амирхан Ерыжев. Он стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта. На телеканале Ингушетия новости 24. Здравствуйте. Согласно указу главы региона, празднование Дня народного единства в этом году пройдет в условиях соблюдения противоэпидемических ограничений. Концерт пройдет в формате видеотрансляции. Организаторы акции «Большой этнографический диктант» также отдали предпочтение дистанционному формату. План мероприятия также подвергся значительному сокращению. Состоится только основное мероприятие в Назране. Оно пройдет на открытом воздухе. На площади перед городским домом культуры организуют национальные подворья, пройдет презентация ремесел народов. Планируется также проведение ярмарки Ассоциации ремесленников Ингушетии. Автолюбители при поддержке Комитета по делам молодежи устроят праздничный автопробег по различным сельским поселениям Назрановского района. Все мероприятия, предполагающие скопление людей в закрытых пространствах, отменены или переведены в онлайн-формат. Несмотря на строгое соблюдение всех требований санитарной безопасности при организации и проведении утвержденных офлайн мероприятий, жителям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано отказаться от их посещения. В рамках рабочей поездки в Назрановский район первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов проверил ход работ по строительству нового дополнительного корпуса для социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Дом ветеранов». По данным Минтруда, объект строится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», на возведение которого выделено 146 миллионов рублей. Здание рассчитано на 50 мест. Строительство нового корпуса позволит расширить коечный фонд данного учреждения с 30 до 80 койко-мест, тем самым увеличив численность получателей социально-оздоровительных услуг почти в 2,5 раза. Как сообщила представитель подрядной организации, работы по возведению дополнительного корпуса начались в апреле этого года. На сегодня подрядной фирмой выполнено 80% всех работ. Новый объект площадью 5000 квадратных метров будет сдан в эксплуатацию уже в конце текущего года. Первые два этажа отведены под процедурные кабинеты, на третьем и четвертом располагаются двухместные номера. В здании предусмотрены 2 лифта, пассажирский и грузовой. В подвальных помещениях будут располагаться холодильные камеры, прачечная, цех горячей готовки, рыбный, мясной и овощной цеха. Олег Фурсов осмотрел кабинеты, предназначенные для проведения лечебно-профилактических процедур, гостиничные номера для пациентов, пообщался с подрядчиками и строителями, а также с медработниками и действующего санатория. По итогам выездной инспекции первый зампред правительства республики подчеркнул, что основная задача заключается в том, чтобы качественно и в срок успеть сдать комплекс. Ответственным лицам и надзорным органам дал ряд соответствующих поручений, в частности, до конца исполнения срока сдачи объекта в эксплуатацию держать ход строительства на постоянном контроле, устранив недостатки, выявленные в ходе проверки. За 44 миллиона перевалило число заболевших COVID-19 в мире. Цифры стремительно растут. В России, по последним данным Оперштаба, за сутки выявлено еще 16 тысяч инфицированных. Всего, по официальной информации, болеют COVID-19 больше 1,5 миллиона человек. В Ингушетии суточный прирост заболевших составил 59 человек.
За период пандемии выявлено 7164 случая заражения. 36 пациентов в тяжелом состоянии, из которых 16 на ИВЛ. Рост случаев заболевания коронавирусом в регионе во многом связан с игнорированием элементарных профилактических мер. В общественных местах ношение масок и использование средств защиты строго обязательно. Как их соблюдают в Малгобеке, проверили сотрудники городской администрации совместно с Роспотребнадзором. О выявленных нарушениях Дана Плиева. Первая точка проверки – Малгобекский рынок. При входе в один из торговых павильонов тут же просят обработать руки и надеть маски. Заходить без средств защиты и дезинфекции рук покупателям запрещено. Меры защиты, по словам работников, тут соблюдают строго, а санитарная обработка павильонов проводится ежедневно. Кто у вас фиксирует температуру работникам? Роспотребнадзор приводит. Нет, утром кто фиксирует температуру работникам? А журнал? Где журнал? Журнал у него. Впрочем, все работники строго соблюдают масочный режим. Поверить на слово сотрудники ведомства не спешат. Решили проверить лично. Продавцы в масках, но в перчатках не все. А масками необходимо запасаться на 5 дней вперед. Маски должны менять каждые 2 часа. Перчатки обязательно. Обработку поверхностей дезсредствами тоже не стоит игнорировать. Проверяющие замечают отсутствие у некоторых антисептиков. Спиртосодержащие обязательно. Это вы заходите, правильно, но в течение дня вы должны обязательно обрабатывать руки. То ли похвальная ответственность, то ли предупредили коллеги, но на соседнем прилавке минусов не нашли. Лидия Миржоева признается, антисептики, маски держат не для отвода глаз. Да и редко кого сейчас из покупателей встретишь без масок, делится продавец. Все сейчас боятся, все маски, перчатки, некоторых даже. А если, предположим, они без маски, без перчаток? Мы даем им маски. Отсутствие разметок на полу – еще один недочет. Насчет этого руководство рынка оправдывается. Продавец стоит за прилавком, поэтому разметок мы не делаем. Как бы это и есть разметка. Но в любом случае с требованиями Роспотребнадзора. Должна быть красная линия огорожена близкой. То, что вы написали, конечно, это хорошо, но должна быть красная линия и разметка. Под проверку попали парикмахерские, где соблюдать меры защиты нужно вдвойне. Контакт с клиентом тут неизбежен, а недочетов здесь оказалось больше. Почему вы без маски? Вы посетитель. Почему вы без маски? Почему вас пускают без маски? Где ваша вывеска без масок не входить? Отсутствует масочный запас, отсутствуют антисептики, нет вывески, без масок не входить. Обработка инвентаря не проводится в должном порядке. Оставлять нарушения без внимания не собираются, выписывают штраф. Для физлиц он колеблется от 15 до 40 тысяч, а вот для юрлиц от 50. Правда, плюсов по итогам проверки все же больше. В целом, санитарным состоянием рынка и соблюдением защитных мер сотрудники Роспотребнадзора остались довольны. Способствуют этому ежедневные рейды местных властей. Все строго предупреждены под роспись о том, что деятельность пунктов питания, объектов питания строго ограничена до 21 часа. Вот. Там же до них было доведено, чтобы, вернее, мы их смотрели, в общем, был обязательно, масочный режим соблюдался, социальная дистанция, применялись антисептики повсеместно и повсеместно проводилась дезинфекция. На сегодняшний день в Малгобекском районе на самоизоляции находится 174 человека, и с каждым днем это число растет. Необходимо понимать, требования соблюдать простые меры защиты вовсе не прихоть проверяющих, а, как показала практика, самый действенный способ остановить распространение инфекции. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 марта 2021 года срока начисления ежемесячных выплат на детей до 3 лет. Напомню, положение уже действовало в период с 1 апреля по 1 октября. Выплаты полагаются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2 прожиточных минимумов. Семьи, получавшие господдержку ранее, не должны заново обращаться в госуслуги или другие уполномоченные органы. Детские сады, школы, медучреждения, спорткомплексы. В регионе строится ряд социально значимых объектов в рамках национальных проектов. Качество работ на 30 из них до конца года предстоит проверить специальной комиссией. Такое поручение дал глава Ингушетии. Инспекцию муниципального контроля по строящимся объектам провели в Насыркорте. Михаил Тангиев с подробностями. Ремонт закончен, как вы видите. Строительство тоже.
Детский сад готов распахнуть свои двери, уверенно заявляют представители подрядной организации. Но перед тем, как в коридорах зазвучит веселый смех малышей, нужно проверить, все ли сделано на совесть. Инспекционная комиссия Назрановской администрации проверяет соответствие всем требованиям госстандарта. Проект это котлован, фундаментный белхыш, кладка кирпича, олцох, фасадной части, труб, обделочный белхыш, оборудование, мебель, и рехамхатица, хамаш аукта почти студент, Детский сад на 220 мест строят в рамках реализации национального проекта «Демография». В дошкольном учреждении предусмотрели все, что нужно для комфорта и развития детей. В здании 4 лифта, один из которых грузовой, второй для людей с ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы игровые и спальные комнаты, зал для занятий физкультурой и музыкой. Первые группы будут набирать уже через неделю. Я думаю, успею где-то в ноябре, вот отсюда мы выйдем к концу ноября. О сроках сдачи новой школы на 720 мест докладывает начальник строительного участка Магомед Албагачиев. Учреждение возводится недалеко от детсада в рамках нацпроекта образования. В здании предусмотрено несколько десятков кабинетов и аудиторий. Среди них компьютерные и музыкальные классы, спортзал, лаборатории, столовая, библиотека и не только. Работы на объекте завершены на 80%. Сейчас строители благоустраивают дворовую территорию. Как вы видите, здесь тротуарная плитка положена, отмостка сделана, проасфальтировали, зеленый зону сделаем, стадион мы почти готовы у нас, площадки спортивные тоже мы сейчас доделываем. Но в основном процентов 55-60 благоустройства здесь нет. Открытие новой школы позволит решить проблему двухсменного обучения в Насыркорте. Своевременный ввод социально значимых объектов в эксплуатацию – это первостепенная задача для руководства региона. Поэтому представители администрации, Минстроя и правительства внимательно следят за качеством и сроком выполняемых работ. Обе это объекты находятся именно в центре административного округа, шаговой доступности до населения. То же самое, именно эта шаговая доступность для населения, это было одно из первых поручений главы республики Махмуда Абдулмаджида Шариповича. И для разрешения именно для строительства этих объектов именно на этом месте у нас в начале строительства произошли задержки, потому как с населением и ряд других вопросов были не разрешены. На сегодняшний день все эти вопросы разрешены, и объекты, как мы видим, уже на стадии завершения. До конца года инспекционная комиссия должна проверить качество работ на более чем 30 объектах, которые возводятся в рамках нацпроектов. А в течение следующих 3 лет в регионе появится 15 новых школ по линии нацпроекта образования. Открытие объектов позволит обеспечить новые рабочие места и создать 1000 ученических мест. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Сотрудники национальной телерадиокомпании «Ингушетия» дружно вышли на уборку территории Уазуат-Кашмыш. Субботник на мемориальном комплексе приурочили к 28-й годовщине событий осени 92-го. 30 октября там пройдет памятное мероприятие. Подробности в сюжете. Не оставаться в стороне. Жест доброй воли и богоугодное дело. Сотрудники национального телеканала на несколько часов, оставив свою работу, вышли на уборку территории кладбища в преддверии 28-й годовщины событий осени 92-го года. Редакторы, корреспонденты, ведущие, монтажеры, водители, продюсеры, руководство на субботник вышли почти все. В руках лопаты, веники, тряпки, в глазах энтузиазм, желание заслужить довольство Всевышнего и почтить таким образом память предков. Я считаю, что каждый ингуш должен прийти и помогать, принимать участие не только в субботниках и в таких мероприятиях, потому что это важно, это наша история, мы это должны знать, помнить. И если мы сюда не будем приходить, это убирать, то за нас это никто не будет делать. Каждый своей фамилии человек, каждый должен приходить и убирать, чистить, помнить, делать дуа. Женская половина подметает и наводит тотальный марафет на территории. Марина Катиева, боец невидимого фронта, который никогда не упускает возможность выйти на субботник с коллективом. Наш телеканал, коллектив нашего телеканала очень часто принимает участие в благотворительных акциях. Я считаю, это очень хорошо. Рабочий день никто не отменял. К сожалению, многие хотели приехать, не получилось. Я считаю, что это очень хорошо приобщаться к такому делу.
Сотрудники Национального на своем примере показывают, насколько важно организовывать такие акции и призывают присоединиться и всех остальных неравнодушных. Территория в центре мемориального комплекса Гуазот-Кашмыш надгробными плитами уже очищена другими активистами. Поэтому наш коллектив взялся за уборку на другом горизонте. Здесь покоятся останки погибших и без вести пропавших людей во время событий осени 92-го. Дедуатер бейнах был в 92 году. Доз дождь, ход дождь, ажа басил хака, белгу ход дождь, а вот латер дождь. Приходить сюда как можно чаще очень важно. Сделать дуа, убрать лишний клочок бумаги, прибраться. За всем этим следует вознаграждение от Всевышнего. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24. Жители многоэтажки по Нурадилова в Малгобеке пожаловались на холод в квартирах, но неудобства они испытывали всего несколько дней. Котельные запустили немного позже. Такое решение было принято для недопущения аварии на теплотрассе. Какая сейчас погода в малгобекских квартирах, узнал наш корреспондент. К началу отопительного сезона готовилась основательно, рассказывает Фатима Дышнеева. Осмотрели состояние труб, кранов и всех батарей в квартире. Так сказать, провели полную ревизию. Но то ли по иронии судьбы или просто по стечению обстоятельств, долгожданное тепло в квартире не появилось, как и у остальных жителей многоквартирных домов по улице Нурадилова. Последние в своих обращениях в соцсетях возмущались, ссылаясь на халатность местных коммунальщиков. Впрочем, сейчас никто и не жалуется. Фатима, как и соседи, довольна. Теперь предстоящие холода им нипочем. В данный день, вот как вы видите, отопление есть. Вчера было, позавчера было. Короче, суббота, воскресенье, субботу после обеда, суббота, воскресенье, понедельник, сегодня вторник. Вот вам налицо. И в спальне, и в зале, и в кухне у меня отопление есть. В связи с установившейся теплой погодой начало отопительного сезона по поручению главы города сдвинули на несколько дней. Тогда коммунальщики разработали план поэтапного теплоснабжения Малгобека. Причина такого решения – частые аварии на теплоразводящих сетях. Помимо всего, приходится устранять порывы труб и стояков внутри квартир ежедневно. К сожалению, в период подачи тепла у нас возникает очень много проблем, связанных с жителями нашего города, которые несвоевременно провели ревизию своих батарей, кранов и так далее. И в связи с этим у нас возникли много проблем с подтопом. Лопались батареи, срок эксплуатации у него прошел. И, к сожалению, в таких участках у нас оказалось более, чем мы ожидали. В городе проложили 600 метров линии теплотрассы. И, со слов Ахмеда Додова, проделаны немалые работы для повышения энергоэффективности и в котельной. 3 котла, один из которых резервный, в исправном состоянии и обеспечивает теплом 47 многоквартирных домов, 6 образовательных и детских учреждений. Сегодня состояние самой котельной, химводоочистка, которая проводится, это у нас, в принципе, на хорошем уровне. Неудобства горожан уже позади, чего не скажешь о трудностях коммунальщиков. Ведь впереди работы по устранению порывов в квартирах, во избежание которых они дают рекомендации пользоваться автоматическими клапанами для вытравливания воздуха. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Магомед Дидиков, Новости 24. Стартовал прием заявок на участие в российском фестивале кино и интернет-контента «Герои большой страны». Фестиваль проводится впервые и включает в себя основной профессиональный и сценарный конкурс, а также показ кинопроектов. Заявки принимаются до 15 ноября, а церемония награждения пройдет 12 декабря в Екатеринбурге. Принять участие в конкурсе могут создатели и правообладатели фильмов и контента, физические лица, киностудии, телеканалы, а также творческие объединения. Главный приз – большая золотая звезда вручат лучшему проекту. Помимо этого, победителей наградят золотыми, серебряными и медными звездами и денежными грантами. Подать заявку или узнать подробнее о конкурсе можно на официальном сайте организаторов.
Больше 100 километров электросетей планируют реконструировать в регионе. Активными темпами работы ведутся в сельском поселении Плиево. Это стало возможным благодаря реализации федеральной программы снижения потерь электроэнергии. Правда, местным жителям на время реконструкции придется потерпеть некоторые неудобства. Сюжет Хавы Газиковой. Несколько часов без света, никакого ЧП, никакой аварии. Жителей Плиева оповещают заранее. Отключения плановые. Опытные бригадиры продолжают начатую в 2018 году реконструкцию электросетей. Вместо старого голого провода новые изолированные, вместо деревянных опор бетонные. Хадижат Хабриева живет в Плиево уже 4-й десяток. Вспоминает, проблемы с электричеством были всегда. Поэтому внимательно следила за масштабной реконструкцией, которая затронула и ее улицу. سفيح ديكات تتخان إيش أرسك مخ ملحق أرسك عمل يجري تخ دعاء بعاش جان داغر تخلخ عندي خي عادي غات البادفات شاقو زدج أدوري عندي أخش خد ديك يا حد تغن ما بتكش ديارات عن صدق خلي يجمي ده لعندلي. Реконструкция без отключения света невозможна. Такова технология. Обновление линий в интересах самих потребителей. Поэтому энергетики призывают жителей потерпеть временные неудобства. Чтобы осветить каждый дом 220 вольтами, в одной бригаде трудится около 10 человек. Вот старая линия, видите, убрана, вот сейчас вешается вот эта сип, и сейчас они будут запитывать и подавать напряжение населения. Будет у них к вечеру нормальное напряжение. Не только в Плиево. Новые линии появятся в Назране, Малгобеке, Сунжи и в принципе по всей республике и стране. По программе снижения потери электроэнергии в сетях в одной только Ингушетии планируют реконструировать больше 100 километров. В рамках улучшения электроэнергии потребителям пытаемся заменить провод старый на новый. Провод СИП самонесущий, изолированный. В общем, все идет по программе, которую Россети внедряют. Да, вот в течение 3 лет будут заменены провода старые на новые. Необходимость очень большие потери. Очень старые провода с 60-х, 70-х годов не замененные. И программа, я же говорю, просто преследует то, чтобы снизить потери электроэнергии и улучшить качество электроснабжения потребителей. Полностью завершить реконструкцию сетей планируют уже к 2022 году. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24. К традиционному медосмотру добавилось тестирование на коронавирус. Прежде чем пополнить ряды вооруженных сил, призывники проходят все этапы медкомиссии. Проводы без привычных торжеств, с соблюдением дистанции и мер предосторожности. Из Малгобекского района на службу в этом году отправятся 55 призывников. Важнее всего здоровье. Первым делом призывники на пункте проходят медосмотр врачей узкого профиля. Это и окулист, невролог, психолог, терапевт, дерматолог и стоматолог. Сначала определяет рост, вес, сдает кровь на РВИ, ВИЧ, гепатит. В последующем делает мазок из зева для определения вирусной инфекции. И после проведения этой комиссии, проходя эту комиссию, он определяется годным или негодным призывом в армию. Годен или нет определяют тут же на месте. К слову, откосить от армии можно не только по травме или болезни. Призывник не годен, если даже по весу не набирает или рост ниже 150. Со вторым пунктом у Хамзата Хамчиева точно вопросов не возникнет. Да и вес соответствующий, отмечают врачи. Пойти в армию молодой человек решил сразу же, отучившись на юриста. Уверен, ее должен пройти каждый уважающий себя мужчина. Армия учит ответственности и самостоятельности. звания хамадихан лака эмолодихан цогулкашт авинукса шейфоди деза мол деза дихан хам дежмотиг мис ахсак дихан кезик самостоятельно халар шейхан дихан халелер сбарик болхо дихан хамбутсон. Осенний призыв по всей стране стартовал с начала октября, но подготовку военкомата региона начали задолго до этого. Предупредили ребят, вручили повестки. Всего по Малгобеку и Малгобекскому району заявлено 55 новобранцев. Служить они отправляются в различные рода войск: сухопутные, железнодорожные, военно-воздушные войска Национальной гвардии. Все это доводим до ребят и пробуем, чтобы они по желанию выбрали себе тот или иной род войска, то или иное место, куда они могли бы пойти служить, чтобы в последующем они могли бы остаться по контракту, как бы наладить свою, так скажем, жизнь сначала. Есть у нас очень много ребят, которые пошли служить, на сегодняшний день служат, хорошо служат по контракту.
Заметные коррективы в призывную кампанию внесла пандемия, но меры защиты от коронавируса в военкоматах ввели еще во время весеннего призыва. На территорию пункта без масок вход запрещен. Впускают только 2-3 ребят одновременно. Дистанция 1,5 метра. К тому же все новобранцы в обязательном порядке проходят тестирование на COVID-19. Мы проводим здесь 2 вида теста, то есть экспресс-тест берут врачи кровь, сдают они, а также берем мазок у них, то есть в больнице сдают они анализ. Вот с этими 2 анализами мы их представляем, когда у них нет болезни, представляем на отправку в военный комиссариат Республики Ингушетия. В случае положительного теста на коронавирус ребят тут же направляют в Малгобекскую районную больницу. Там определены места для новобранцев. Но пока случаев заражения в рамках этой кампании не выявлено. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24. 48 человек погибли, 246 ранены. С начала года в регионе произошло 140 ДТП. ГИБДД без устали проводят профилактические рейды. Продолжается акция «Месяц дорожной безопасности». Особое внимание уделяют детскому травматизму. Водителям раздают памятки и маски. Буклеты с призывом соблюдать правила дорожного движения инспекторы клеят в общественном транспорте и ведут профилактическую беседу с пассажирами. Бекхан Гагиев за руль садится не так часто. Правда, ПДД как пешеход он соблюдает, но сам не раз замечал, как нарушают правила. Многие идут с телефонами, они даже не смотрят, едет машина, не едет машина. Им как-то безразлично вроде бывает. Но потом последствия бывают очень тяжелые. Никакая цена не соизмерима с жизнью. Поэтому я очень попрошу, очень, и водителей, и пешеходов, пожалуйста, будьте очень внимательными, особенно на переходах. Акция ГИБДД совместно с Минпромсвязью проходит в рамках Месяца дорожной безопасности. С начала года в регионе с участием пешеходов произошло 17 ДТП, где 7 человек погибли и 12 получили травмы. Наши пешеходы, к сожалению, и даже если вблизи видимости есть пешеходный переход, не дойдя до пешеходного перехода, начинают переходить проезжую часть. Ввиду того, что они приводят помехи водителям создают аварийные ситуации. Хотелось бы, чтобы, конечно, наши пешеходы и водители соблюдали правила дорожного движения. Не игнорировать дорожные правила призывают и водители общественного транспорта. Получил памятку и Аслан Аздоев. Кроме того, что ПДД соблюдает сам, за этим строго следят и на работе, отмечает водитель. Ведь он отвечает за безопасность пассажиров. У нас есть диспетчера свои на 2 дня, на 3 дня, потому что если мы под красным проедем, мы 5 дней не будем работать. Мы соблюдаем. У нас свой врач есть, свой измеряют нам давление полностью. Каждое утро. С чем приходится бороться каждый день, это нежелание многих пассажиров носить маски в общественном транспорте. Напоминание, что они обязательны и результатов не дает. Этот нюанс организаторы рейда также учли. Кроме буклетов и памяток, пассажирам раздают одноразовые маски. Ингушские дороги по-прежнему остаются источником повышенной опасности, а в общественном транспорте еще и возрастает риск подхватить инфекцию. Об этом неустанно напоминают на таких профилактических акциях, которых, как показывает практика, сколько ни проводи, все равно будет мало. Дана Плиева, Асхабила, Киев, Новости 24. В регионе подвели итоги 3-го детского экологического конкурса по сбору макулатуры «Спаси Грута», в котором участвовало 8 школ Назрановского района и более 5000 учеников. Ребята собрали около 15 тысяч килограммов макулатуры. По итогам конкурса первое место заняла 8-я школа, второе – школа номер 2. В качестве призов учебные заведения получат мультипроектор и цветной принтер, грамоты, а также море сладостей. Минприроды Ингушетии выступит в качестве партнера проекта и спонсирует поход в кинотеатр для 460 школьников. Амирхан Ярыжев стал победителем открытого Кубка Европы по силовым видам спорта «Медный всадник-3». Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. Представитель спортивного клуба «Кушт» выступал в весовой категории свыше 90 килограммов. Триумфатор уже вернулся на родину. В аэропорту вместе с другими победителя встретил Идрис Ижиев.
Крепкими объятиями и поздравлениями в аэропорту встречают Амирхана Ярыжева, победителя открытого Кубка Европы по силовым видам спорта. На профессиональный турнир в Санкт-Петербург съехались лучшие тяжелоатлеты со всей страны. В весе 90+ килограммов представитель спортклуба «Кушт» не оставил шансов оппонентам, завоевав первое место. Победа греет сердце, тем более, когда за золото борется огромное количество спортсменов. Однако стремиться есть к чему, делится чемпион. Людей было валом, соперников хватало. Я доволен тем, что я сделал, хотя это не мой лучший результат, было и лучший. Чемпионат Европы – только одна из ступеней пьедестала для спортсмена. Расслабиться Амирхан и не думает. Напротив, в планах и тренерского штаба разработать новый режим тренировок, подготовиться к предстоящему российскому чемпионату. В следующем месяце должны состояться соревнования в Белгороде. Чемпионат России, Кубок чемпионата России. Если получится, если буду готов, поеду туда. Для Федерации тяжелой атлетики республики победы спортсменов – возможность для развития. Ведь благодаря покорению международных высот силовые виды спорта набирают популярность среди молодежи. В своей весовой категории, в своей возрастной подгруппе Амирхан, как я уже сказал, очередной раз стал первым. Мы надеемся, что он дальше будет так и продолжать. По ментальности, по потенциалу наши ребята именно в этом виде спорта они показывают хорошие результаты. Просто нужен хороший, грамотный подход, и что мы и пытаемся сделать. Золото турнира завоевал и Магомед Кадзоев, что еще раз говорит о высоком уровне подготовки наших атлетов. После двухдневного отдыха пауэрлифтеры начнут подготовку к следующему турниру. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.